Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. И ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом промах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Мама, возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. На глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Этот День Победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Митинг, посвященный 76-й годовщине со дня Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, объявляется открытым. Добрый день, дорогие друзья, участники парада, гости торжественного митинга.
Для всех нас это особый праздник. За коротким, но емким словом «победа» стоит мужество и героизм миллионов советских солдат, напряженный и тяжелый труд в тылу. Прошло 76 лет с победного мая 1945 года. День Победы будет всегда для нас символом гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, останется символом мужества, величия, силы духа и воли нашего народа, а также символом достоинства России. В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне слово скажет глава муниципального района, Хунзахский район, Нурмагомед Махсудгаджиевич Задиев. Ассаламу алейкум, добрый день, уважаемые жители района, дорогие гости. От всей души поздравляю вас с 76-й годовщиной Великой Победы. В этом мне огромная радость, искренняя благодарность и боль невосполнимых утрат для жителей нашего района, республики, как и для всех граждан России. День Победы – праздник не только государственный, но и глубоко личный. Нет у нас семей, которую бы не коснулась и не опалила война. Тысячи хунзавцев отважно бились на полях сражения, самоотверженно трудились в тылу, обеспечивая фронт оружием, боеприпасами и продовольствием, вносили свой вклад в приближение победы. Сегодня наш священный долг – сохранить и защитить память о героях, не вернувшихся с полей сражения, о тех, кто отстоял свободу нашей Родины. Важность сохранения исторической памяти особо подчеркнул президент страны Владимир Владимирович Путин в ежегодном послании Федеральному собранию и глава Республики Дагестан Сергей Алимович Меликов в своем поздравлении. В память о павших воинах на полях сражений и ветеранах, которых нет сегодня с нами, объявляю минуту молчания. Благодарю. Мира и добра, здоровья всем. Спасибо, с праздником еще раз. Память о прошлом – это способность сохранить следы минувшего. Память учит и призывает, убеждает и предостерегает, дает силу и внушает веру. Вот почему наш народ так свято чтит память о тех, кто не жалел сил и ни самой жизни в Великой войне. Слово для поздравления предоставляется полковнику Роману Анатольевичу Самылову. Уважаемые жители и гости Хунзахского района, сегодня наша страна отмечает поистине героический и значимый для всех нас и для всего мира праздник. 76-ю годовщину Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этот день мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиг отцов, дедов, которые мужественно били врага на суше, море и воздухе, самоотверженно трудились в тылу. Патриотизм, традиции, братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, были и остаются духовным оплотом советского, а ныне российского народа. Память о героях фронта и тыла всегда будет жить в наших сердцах. Пусть в этот великий праздник подарит вам счастливую весну, наполненную светом гордости и радости за своих близких, прошедших суровые испытания войны. Пусть ваши дома озаряет теплое сияние солнца победы. Желаю вам мира, здоровья, добра, любви и благополучия. Мы знаем о войне не только по книгам и кинофильмам. Мы знаем о ней по тем бесценным реликвиям, которые хранятся почти в каждой семье. Будь то ордена, медали, выцветшие фотографии, письма с фронта, а также дневниковые записи участников былых сражений. Слово предоставляется Шамилю Саадулаевичу Магомедову, военному комиссару Хунзахского района. Ассаламу алейкум, Хунзахский район, жители Хунзахского гостя района. Сегодня 9 мая, День Победы. 76 лет исполнилось, как мы выиграли войну. С одной стороны, радостно, что мы победили, хребет фашизма уничтожили с земли. С другой стороны, горестно, столько ценой жизни эта победа была
достигнуто. 27 миллионов человек пали смертью храбрых за нашу землю, за нашу свободу. Мы должны помнить о них каждого. Мы думаем, что никогда не забудем о них. И никогда не забудем будущее поколение. Показывать то же самое. Хочу выразить большое спасибо всем директорам школ, района, главной администрации, всем, кто каждый день мы проводим мероприятия по войне. Очень много проводилось мероприятий. И будем проводить мероприятия. Подготовили обелиски, памятники. Это для того, чтобы мы помнили о войне. С военкомата района было призвано 2500 человек Хунзарского района. Из них половина вернулись с фронта, 1311. Если каждого посчитать и минут молчания, не знаю, сколько времени это пойдет. Я хочу, очень много было сделано тела наших трудящихся народ. Они больше увидели голод. Все то, что можно, они отдали для фронта. Все для победы для фронта. От имени воинов вооруженных сил, признанных Хунзарского района, от имени военного комиссариата, состава военного комиссариата, я хочу всех вас поздравить этим прекрасным праздником 9 мая, Днем Победы. Дай Бог, чтобы мы не видели войну. Дай Бог, чтобы наши дети всегда радовались и всегда радовались. С праздником вас! В первые же дни войны в районный военный комиссариат поступили сотни заявлений хунзарцев о добровольной отправке их на фронт. Писали и умудренные опытом участники гражданской войны, 18-летние юноши, а также и девушки. Всего в рядах Красной Армии в годы Великой Отечественной войны сражались 2634 хунзарцев. Хунзарцы воевали на всех фронтах, защищая Москву и Ленинград, Одессу и Севастополь, Сталинград и Киев, Минск и Кавказ, Заполярье и Дальний Восток. Из них 1407 человек не вернулись с полей сражений. Сегодня, 9 мая 2021 года, на торжественном митинге, посвященном Дню Победы над фашистской Германией, впервые проводится всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти». Деревянный ящик, в котором хранятся кисеты с землей с мест самых ожесточенных боев, братских захоронений и бессмертных подвигов во время Великой Отечественной войны. Для торжественной церемонии передачи их на хранение в филиал Национального музея Дагестана имени Таха Годи в селении Хунзах приглашаются глава муниципального района Хунзахский район Нурмагомед Махсудгаджиевич Задиев и директор филиала Алибек Джалалудинович Казамбиев. Уважаемые земляки, участники этого торжественного мероприятия, если сделать обзор всех войн мира во всех континентах, это была самая разрушительная, самая ужасная война. Если взять цифры, то Россия потеряла 27, 8, некоторые говорят о более 40 миллионах. Германия 6 миллионов человек. Ну, у нас есть такая популярная песня. Нам нужна одна победа, одна за всех, за ценою мы не постоим. Наша задача сохранить память о тех людях, которые защитили отчизну. Я не помню начало войны, но помню победу. В этом же месте люди собрались, и в крепости был гарнизон, они дали залп, потом ученики Хунзарской школы дали залп. Но там была и радость, и большая горечь по потерям близких людей. Список людей, наших земляков, которые погибли во время Отечественной войны, на стеле рядом с нами есть. И мы должны помнить, беречь эту память. И в связи с этим этот подарок является одним из ценных экспонатов музея. Мы его выставим, будем бережно хранить. Память об этих людях. Спасибо. Светлая память о погибших и без вести пропавших земляках хранится в сердцах родных и близких. Великая Отечественная война с каждым годом далека от нашего времени. К сожалению, у нас уже нет возможности увидеть
живыми ветеранов Великой Отечественной войны, услышать их рассказы о том тяжелом времени. Но во всех семьях жива горькая память о войне, о близких, не вернувшихся с ее кровавых полей. Ведь герои не умирают, они сегодня зовут нас вперед. Вы в нашей памяти, в наших делах, вы в десятилетиях не утонули. Лица, подвиги и имена. У ваших могил в почетном карауле стоит сегодня вся страна. От имени наследников Победы выступит ученица Хунзахской средней общеобразовательной школы Мутаилова Аишат. Здравствуйте, уважаемые земляки, гости и все те, для кого этот великий праздник означает благодарность, память и единение. 9 мая – праздник, который соединил в себе радость и скорбь, гордость за свою историю и искреннюю печаль о многочисленных жертвах войны. Сегодня мы собрались здесь у памятника, чтобы почтить память тех, кто защищал нас в тяжелые времена. Мы, подрастающее поколение, не знаем ужасов и жестокости войны. К большому нашему счастью, мы знаем об этих 5 буквах, пронизанных болью и горечью утраты, только понаслышке. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь можно оборвать так же просто, как утренний сон. Мы с вами родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя сирен, извещающих о военной тревоге. Никогда не видели разрушенных фашистскими бомбами домов. Никогда не слышали, что такое скудный военный паёк. Но мы глубоко уважаем и чтим подвиг советских солдат. Тех солдат, которые в кровопролитных боях отстояли нашу родную землю. Мы чтим подвиг и тех женщин и детей, которые в глубоком тылу, взвалив на свои хрупкие и неокрепшие плечи всю тяжесть труда, неустанно приближали День Победы. Спасибо вам за это! Но мы не забываем о том, что именно мы, будущие защитники своей Родины, и на наши плечи в скором будущем ляжет ответственность за спокойствие и мир. От имени всего подрастающего поколения торжественно клянусь, что мы никогда и нигде не очерним память погибших, и мы будем из поколения в поколение передавать знания об этой войне, глубокое уважение и почтение перед этим великим праздником Победы. Слово предоставляется председателю Общественной палаты Хунзахского района Раисат Магомедовне Османовой. Дорогие земляки, уважаемые гости, разрешите мне от имени членов Общественной палаты района, от членов Общественной палаты республики и от Совета главы республики по гражданскому обществу и по правам человека, и от себя лично поздравить вас с сегодняшним праздником, праздником Победы над фашистской Германией. Пожелать вам, чтобы мы никогда не увидели то горе, которое увидели наши предки. Я желаю, чтобы в каждой семье была всегда радость, если слезы, только радости. И, пользуясь случаем, хочу также пожелать вам здоровья, счастья вашим детям, внукам и поздравить с наступающим праздником Ураза Байрам. Следующий, 77-летие победы над фашистской Германией, чтобы мы все встретили без потерь, чтобы мимо нас прошла та болезнь, которая тоже нас огорчает, коронавирус. Всем вам здоровья, блага всем вашим детям и вам, конечно, всех благ. Уважаемые земляки, гости, пограничники службы в поселке Хунзах, мира и покоя в каждой семье, каждому вашему дому, добрых вам дел и новых удач на жизненном пути. С праздником, самым прекрасным днем, Днем Великой Победы! Ура, ура, ура! Митинг, посвященный 76-й годовщине со дня Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, объявляю закрытым.
День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.